Я директор общеобразовательной школы 97. Здесь строительство началось в прошлом году, и на днях строительство нашей школы закончится. Плюс к этому мы еще получаем статус школы-гимназии. Так что добро пожаловать в нашу школу через несколько дней. Это наше фойе. Здесь у нас будет находиться символика. На этой стороне будет карта Казахстана, а на этой стороне изображение нашего города Алматы. Мы сейчас пройдем с вами в столовую. Столовая наша рассчитана на 176 человек. Есть два отдельных входа для старшего звена, есть отдельный вход для младшего класса. Дело в том, что нам построили это здание, поделив его на блоки. Есть блок начальных классов, чтобы они отдельно занимались в своем блоке. То есть это будет очень удобно для наших детей. Столпотворений никаких не будет. Своевременно дети у нас с 1 по 4 класс питаются бесплатно. Они спокойно будут заходить и вот в своей зоне будут кушать, и потом выходить уже сразу пройдут в свой блок. Сейчас мы пройдем, давайте, в спортивный зал. В нашей школе два спортивных зала. Вот этот один большой спортивный зал для старшеклассников. И в блоке начальных классов, о котором я говорила, там тоже есть небольшой спортивный зал. Они полностью будут оборудованы современной технологией. Все это уже есть у нас. Единственное, сегодня начнут настенные рисунки. Сейчас вот кладут линолеум, проведут вот эти все линии. Большой кабинет робототехники. Вот он. Здесь вот можете посмотреть на стену, уже оформили. Знаете, вот если сравнить ту школу, то здание старое, которое было раньше у нас, и сравнить вот эту школу, то очень большая разница. Там у нас кабинетов не хватало, у нас не было ни учительской, мы не мечтали о кабинетах робототехники, а здесь уже их у нас два кабинета, здесь еще будут столы. Несколько рисунков мы выбрали именно вот этот рисунок, так как здесь изображен робот и название кабинета, можно сказать. Так, мы сейчас пройдем в актовый зал. Так, это наш актовый зал. Он рассчитан на 134 человека. Вот зрительный зал у нас с левой стороны, с правой стороны это сцена. И здесь есть артистическая, уборная рядышком. Есть раздевалка женская, раздевалка мужская, костюмерная, гримерная. То есть здесь наши дети творческие могут развиваться. Ну и рядом есть кабинет хореографии, где они будут готовить танцы. Пойдемте сразу покажу. У нас с левой стороны будут зеркала, и с правой тоже. То есть и слева, и справа будут зеркала. Есть у нас кабинет инклюзии, инклюзивного образования. У нас в школе есть пока 4 детей с особыми образовательными потребностями. Вот. И для них вот сейчас мы готовим сенсорный кабинет. Кабинет психолога, вот здесь вот он, с ними работает логопед, специалисты работают, логопед, психолог, дефектолог. И вот в это время дети будут приходить сюда, в эти кабинеты, и будут обучаться здесь. И здесь вот есть еще такой кабинет специальный тоже, игровой можно назвать кабинет, для обучения тоже этот кабинет предназначен. И вот рисунки тоже начали наносить на стены. Вот лифтовая у нас шахта. Лифт на 3 этажа. Кстати, все учебные кабинеты у нас уже готовы. Можете посмотреть. Вот так вот на 3-м этаже. Уже парты на месте, стулья. В каждом кабинете будут доски. Вот такая классическая будет установлена. И рядом во всех кабинетах будут панельные доски. Все отечественного производства. Все изготавливается у нас в Алматы. В блоке начальных классов все шкафчики будут на каждого ребенка находиться в кабинете. Кроме гардероба для старшеклассников у нас вот здесь вот тоже будут стоять шкафчики, тоже индивидуальные на каждого ребенка. Так, это кабинет физики и нанотехнологии.
Кроме этого кабинета у нас есть еще кабинет биологии, кабинет химии, которые у нас оборудованы лаборантской. И вот, как видите, тоже уже рисунки все есть. Все оборудование закуплено. Но у нас есть еще одно новшество. Мы в этом году открываем первый класс с казахским языком обучения. Надо обязательно добавить, что кроме 2 спортивных площадок, 2 спортивных залов, у нас во дворе строятся 5 спортивные площадки. Теннисный корт, волейбольное поле, баскетбольное, футбольное и игровая площадка. И отдельное поле будет для занятий по начальной военной технологической подготовке. Мы очень ждем открытия нашей школы. Конечно, в первую очередь я благодарна Самрух Казна Констракшн и Диалстрою, потому что я с первых дней очень часто заходила в эту школу. Сейчас, можно сказать, я нахожусь здесь днем и ночью, круглые сутки. Я вижу работу строителей, я вижу, как ответственно каждый человек относится к своей работе, все делается очень качественно. И вся продукция, которая приобретается, она обсуждается, не просто так покупается, это все обсуждается, выбирают все самое лучшее. И здесь обращают внимание именно на качество и на то, чтобы каждый ребенок чувствовал здесь себя комфортно. Вот это очень важно. Спасибо большое.